Самый главный спикер. Раз. Именно кого не слышно? Ольга, меня, наверное. Венталину слышно. Можно один положите. Задержка идет звука, видишь? Именно кого не слышно? Ольга, меня. Видишь? А меня слышно? Вот у нас задержка звука. Как... Вот это где-то закрепить надо, чтобы не скрипело ничего. Да, он обычно у меня лежит. Не будет скрипеть. Слышишь? Ага. А меня слышно? Пока настроим. Включи камеру, я посмотрю, как это. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Еще раз проверим. Угу. Слышно? А с задержкой как быть? Ничего не сделать уже. А Маше передашь, чтобы она фотала потом? Да, она в записи, по-моему, послушала нас. Да. Ага. Да. А сколько у нас подключений-то? Еще немного. Подождем чуть-чуть. Еще наши гости чуть-чуть задерживаются. Давайте вот эту возьмем. Пакетки? Ага.
Еще есть время. Давай. Надо нам отрегулировать. Видно нас, слышно. У нас нормально? Слышно, видно. Уже со звуком. Да? Добрый день, коллеги. Нас видно, слышно. Помашите нам, пожалуйста, чтобы мы поняли, что мы на Да, связи. слышно и Можно видно. презентацию пока отключить. Напишите в чате. Видим Абыйский улус, Верхоянский улус. Булунский улус видим. Слышно, пишут. Добрый день. Анабарский подключился. Отлично. Отлично. Батагайскую школу видим. Наталья Алексеевна, добрый день. Анабарский район. Очень рады. Кто еще? Жиганский район есть. Отлично. Момский район. Очень рады. Управление образования. Управление образования. Хорошо. Оленек подключился. Управление Оленек образования. подключился. Здорово. Верхоянск. И снег пошел. Да. Ну вот Верхний. Арктика подключается, и снег за окном у нас. Верхнеколымский, Усянский Энергия пошла подключились. арктическая. Нижнеколымский подключился. О, отлично. Устьяна. Ну что, коллеги, давайте мы будем начинать. Самый дорогой ресурс у нас сейчас – это время. Мы его бережем. Рада всех приветствовать. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, друзья, которые находятся у нас в открытом пространстве Единого ресурсного центра. Очень рады приветствовать наших коллег, друзей, партнеров и будущих партнеров, я уверена, из арктических районов. Мы знаем, что Арктика наша, она полна проектами, идеями, неравнодушными людьми, творческими, молодыми людьми, детьми. И, собственно, сегодня наша задача с вами – это познакомиться в первую очередь, презентовать наш новый проект, который с сегодняшнего дня отправляется в большое плавание, пригласить вас к участию, наладить контакты и сформировать мощную экосистему, мощное сообщество, которое будет сформировано исключительно для развития нашего детского, молодого поколения Арктики. Ну, в первую очередь я хочу представиться, с кем не знакома. Меня зовут Вешникова Ольга Анатольевна. Я являюсь генеральным директором Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Якутии. Мы созданы исключительно специально для того, чтобы поддерживать неравнодушных людей, чтобы находить молодых людей, искать идеи, упаковывать их в проекты. И мы еще являемся администраторами грантов главы Республики Саха-Якутия. Также я хочу сказать, что сегодня у нас присутствует здесь команда нашего нового проекта, который сегодня не раз будет звучать. Называется «Арктическая креативная академия». Мы назвали наш проект на английском языке, но теперь это не в тренде, поэтому мы будем его называть на русском языке. И наша команда, представляю креативного директора Анастасия Старостина. Она стояла у истоков разработки проекта. Это был январь месяц, мы все заболели ковидом, и прямо в ковидной агонии родился этот проект. Но это, кстати, второй опыт, и нам он помогает, как ни странно. И я представляю нашего координатора Единого ресурсного центра, но в проекте «Коуч по личностному росту» Наговицына Надежда. Многие арктические районы ее знают, потому что сама родом из Арктики. У нас в студии находятся наши якорные партнеры, друзья, соратники, с которыми мы стояли у истоков разработки концепции парка будущих поколений. Да, это наши коллеги из Национальной библиотеки, которые в том числе представляют Министерство культуры
духовного развития Республики Саха-Якутия. У нас в студии наши коллеги из ресурсного центра «Юные якутяне», которые непосредственно, и мы совсем недавно познакомились в прошлом году, узнали, что наши пересекаются интересы, и мы в одном направлении готовы двигаться дальше. Спасибо за то, что вы нас поддержали. И очень важная энергия благодарности, да, когда мы только разрабатывали проект, мы делали стратегическую сессию, и мы делали стратегическую сессию, и мы договорились о том, чтобы, значит, сотрудничать, партнериться, объединяться, и попросили письма поддержки. И вот эти волшебные письма поддержки от партнеров, они сыграли очень важную роль, я считаю, да. На этом, ну, сейчас вообще такое время объединения усилий и время концентрации и экономии ресурсов. Да. Еще нашими партнерами является это целевой фонд будущих поколений, один из Республики Саха-Якутия, кстати, один из доноров нашего единого ресурсного центра. Это корпорация развития Якутии, министерство, ведомства. И сегодня, пользуясь случаем, обращаясь в СМИ, когда давала интервью, я надеюсь, что у нас среди партнеров появятся бизнес-сообщества, которые в будущем будут поддерживать проекты, идеи наших молодых людей из арктических районов, которые точно должны увидеть свет. Да? Да. Согласны, коллеги? Да. И, значит, что я еще забыла сказать? Надеюсь, не забыла ничего. Ну, про задачи еще. Кроме того, что мы сегодня... Да, мы сегодня с вами знакомимся, я хочу попросить со стороны, получается, онлайн-площадки написать сейчас в чате ваши фамилии, имена, отчества, какой район вы представляете, какую организацию, администрацию, управление образования, культуры, значит, может быть, вы представляете молодежную политику, школы и так далее. Нам это все очень интересно, мы чат обязательно сохраним, и сегодня мы с вами, возможно, среди вас найдем наших вот прямо ключевых людей. Мы их называем ресурсные человечки. У нас, кстати, такие ресурсные человечки в каждом районе есть, но просто задача у нас была раньше только исключительно развивать некоммерческие организации, да, и гражданские инициативы. Сейчас наши задачи чуть меняются, поэтому очень важно нам познакомиться. И будьте, пожалуйста, сегодня активны, мы будем задавать вам вопросы. И вот этот такой соцопрос, блиц-соцопрос, который сегодня будет проходить, он тоже очень важен для того, чтобы нам понять, в каком направлении, где усиляться, на какой территории и так далее. Да? Ну что, коротко хочу сказать о том, что это вообще проект, родился он не случайно. Нужно сказать, что наша республика, она отличается на фоне вообще других регионов, что в 2019 году у нас уже концепция была, да, принята по развитию креативной экономики, она была утверждена, но федеральная только в прошлом году на федеральном уровне. Это уже как бы говорит о многом. И тренды какие в республике? Это обучение креативным предпринимательским навыкам детей. Да, вот у нас в 2025 году будет открыт, сейчас вы видите презентацию, парк будущих поколений. Собственно, что сегодня происходит, это такой стартап для того, чтобы, и мы начинаем именно с севера, с Арктики, чтобы в результате нашего проекта было сформировано талантливое сообщество детей и молодежи с устойчивыми сформированными навыками креативного мышления, проектного мышления, да, эмоционального интеллекта. Очень важно развивать мультиязычность, мультикультурность и так далее, и в конечном итоге составить такую устойчивую конкуренцию, да, на рынке труда в будущем. Я уверена, что наши дети и молодежь будут участвовать со своими проектами в конкурсах РОС молодежи, МУСУ Стар. Мы сделали анализ, к сожалению, не так много
проектов подавалось на конкурс, уже 2 года проходит фестиваль Мусустар, Росмолодежь, федеральное агентство проводит конкурсы. Мы тоже увидели всего несколько звездочек, которые подали свои проекты, но выиграл пока у нас это единичные случаи. Давайте мы в этом направлении тоже готовы помогать. Наша команда – это как раз тренеры по внедрению технологий социального проектирования. Ну и понятно, да, что у нас в республике рожденные компании-единороги, такие как Майтона, InDriver. У нас первый появился на Дальнем Востоке очень мощный IT-парк. Вот, кстати, сегодня функции IT-менеджера у нас выполняет наш методист и бухгалтер по совместительству, потому что наш IT-менеджер перешел работать замдиректора уже в крупную компанию в IT-парке. Это здорово, мы вырастили студента, значит, человека цифры, и мы очень этому рады. И еще у нас буквально на днях, ну, скоро открывается квартал труда. Это креативный кластер, где люди с творческими профессиями, архитекторы, дизайнеры, блогеры могут найти свой приют, открыть дело своей жизни, разработать бизнес-план и уже показывать и продавать свои услуги и продукты. Ну и, конечно, президент Российской Федерации принял такие мощные решения, и сейчас продвигаются тренды по развитию арктической зоны. И, ну, вообще наш единый ресурсный центр к Арктике имеет какое-то трепетное, очень нежное и доброе чувство. Все началось с ресурсного центра Арктики, наш проект, который был поддержан фондом президентских грантов, и мы, наверное, с кем-то из вас точно встречались, и мы следим за тем, чтобы проекты некоммерческих организаций были подсвечены, находили ресурсы, в том числе и на федеральном уровне. И очень радуемся, когда, например, в Момском районе родовая община учится у нас писать проекты, выигрывает грант фонда президентских грантов, а миссия у этого проекта ни много ни мало, как довести национальный ивенский танец до мирового наследия. Понимаете? Вот такой уровень проектов есть. Он действительно глобальный, он абсолютно не местный. Мы должны это понимать, поддержать и, конечно, развивать. Ну, сейчас я, наверное, попрошу вас для того, чтобы вы не заскучали, в чате написать ваши отношения, согласны ли вы с тем, что такой проект, как Арктическая креативная академия, нужна сейчас, здесь и сейчас. Согласны ли вы с обоснованием актуальности? Да, нет, ладошки и так далее. Очень важно. И если у вас есть проблема с развитием креативных индустрий, есть какие-то вопросы с продвижением проектов, с выявлением сообщества, да, такого активной молодежи и творческой молодежи, вы тоже, пожалуйста, все это Уже укажите. поступают ответы. Да, Многие спасибо. согласны с обоснованием актуальности этой проблематики в Арктике. Единогласно. Да, и еще я бы хотела, чтобы вы не односложно, да, писали «да», «нет», потому что нам очень важно понять сейчас вот ваше настроение, чувства и, главное, еще факты. Нас разделяет некое расстояние, мы, конечно, мыслями с вами, но мы вас не видим и редко когда приезжаем к вам, поэтому очень важно от вас услышать, какая сейчас обстановка у вас, ситуация именно в этом направлении. И что хочу сказать, что вот смотрите, тоже каждый раз вас как бы к проектному мышлению обращаю. Родилась в январе идея, да, привлекли партнеров, разработали проект,
отправили его на конкурс. Конкурс новый, вновь созданный в прошлом году в мае, президентский фонд культурных инициатив по указу президента Российской Федерации. Отправляем на конкурс, но мало того, что мы отправляем на конкурс, мы еще другим НКО помогаем, проверяем, учим, консультируем, делаем экспертизу, выигрываем грант, и благодаря этому мы сейчас с вами сидим здесь и презентуем проект. И я могу добавить Да, еще, да, потом? конечно. И буквально сейчас у нас президентский фонд культурных инициатив объявил 2 конкурса. Один у него специальный конкурс в ускоренном темпе. В мае месяце принимаются заявки, и проекты могут уже стартовать с 1 июня по 30 июня. То есть ускоренный процесс рассмотрения и ускоренный процесс реализации проекты по патриотике. И буквально сейчас параллельно 20-го, буквально вчера, был объявлен конкурс, второй конкурс Фонда культурных инициатив, в котором могут принять участие муниципальные бюджетные учреждения, некоммерческие организации, коммерческие структуры ООО и индивидуальные предприниматели. Поэтому по этим вопросам мы также открыты для вас всех. Да, Сардана, попрошу тебя в чат наши все телефоны, где нас можно найти, соцсети, YouTube-канал и так далее. Но непосредственно переходим к презентации проекта. Я попрошу Анастасию презентовать. Да. Меня зовут Анастасия Старостина, рада вас еще раз приветствовать. Кстати, у меня тоже корни из арктических вузов. Верхоянскому вузу привет. Вообще, когда мы писали этот проект, мы писали его в январе, было очень холодно, и мы понимали, что когда человек живет так близко с природой, даже мы здесь в Якутске находясь, понимаем, что мы с природой находимся на особо тесной связи, но когда это Арктика и северные усы, то получается, что у человека есть особые творческие способности. В любом случае, каждого человека возьми, он кто-то умеет петь, кто-то рисовать, кто-то танцевать и так далее. Сейчас вообще возникает такое, когда очень многие профессии к тому времени, когда наши школьники и дети сейчас вырастут, их заменят механика, их заменят роботы. Соответственно, единственным и особо важным нашим преимуществом будет то, что человек умеет создавать, творить, креативить, так называемо, да, и это будет именно тем ресурсом, который поможет ему стать более продвинутым, более конкурентоспособным на рынке труда. Соответственно, если мы берем центральные вузы и берем детей из Якутска, то у них есть все возможности для того, чтобы прокачивать свои навыки и скиллы в этом направлении. И остаются у нас без внимания, к сожалению, дети, которые находятся и живут на территории Арктики и северных вузов. И зная, что насколько они талантливы, насколько они способны, мы создали такой проект. Вообще цель этого проекта, чтобы этот проект содействовал развитию творческих способностей и навыков детей. Мы ставим перед собой несколько задач. И самая первая задача – это формирование пула менторов. Вторая у нас задача – это у нас формирование у детей и молодежи вообще Гибких навыков, soft skills, так называемых, без которых сейчас вообще никак. И, соответственно, в дальнейшем мы хотим наших звездочек дальше продвигать, поддерживать их в их творческих начинаниях. С чего мы вообще хотим начать, что такое креативные индустрии? Вот Ольга Анатольевна сказала, что республика одна из первых на территории Российской Федерации приняла концепцию развития креативной экономики. Креатив вообще, да, его можно применить вообще в любом производстве, в любой отрасли, да. Соответственно, здесь как человек к этому подойдет. И мы взяли те компетенции, которые, на наш взгляд, да, в республике сейчас развиты и признаны, в том числе и в самой Российской Федерации. Это такие направления, как кино, это такое направление, как IT, это
медиа, возможность о себе освещать, говорить, представлять. Это получается у нас мультилингва, потому что дети, которые владеют одним и более языками, коими у нас являются дети из Арктики, соответственно, они мультилингви у нас. И по каждому из этих направлений и, соответственно, тоже вот компетенции у нас ресурсного центра передадут по проектному мышлению. Способности самопрезентовать себя, умению питчить, умению убеждать и так далее. Да? Мы привлекли наиболее ярких экспертов в каждом из этих направлений для того, чтобы у ребят прокачать эти навыки. И самая главная наша задача, чтобы ребята на местах смогли работать, то есть на местах. Каждый раз выезжать, кому-то мы обязательно выедем, приедем, а кому-то отправим весь материал записанный, чтобы они могли даже повторить, сделать какое-то задание и так далее. Итогом этих, получается, нашего проекта будет создание цифрового архива «Календарь предков». Вообще в Российской Федерации, да, президент наш объявил, что этот год у нас духовного развития, самоидентичности и так далее. И сам Бог, как говорится, велел, да, нам на текущий момент успеть собрать тот материал, оцифровать его, который мы сейчас сможем сделать. Это послужит в будущем для детей большим подспорьем для как научных, так и творческих работ, поскольку время быстротечно, и, к сожалению, многие люди, которые носят в себе код идентичности национальной, они уходят. Соответственно, наша задача сохранить язык, культуру, традиции, самобытность, сказки, песни и так далее. Да? Вот. И сделав это руками детей, приобщив их к творческой профессии, возможно, мы сориентируем их в будущем для того, чтобы они выбрали себе профессию, связанную с Арктикой, могли оставаться на местах, быть востребованными, креативными. И вообще мы хотим воспитать такое поколение, которое бы поколение новаторов, поколение предпринимателей, которые бы гордились тем, откуда они родом, гордились своей национальной идентичностью и умели и транслировали свою культуру и язык. Далее. Проект вообще это глобальный, он большой, я надеюсь, что он будет идти долго, поскольку это только первый модуль. В дальнейшем мы планируем еще развивать его, укреплять его, и, соответственно, будем очень рады, если у вас мы увидим ответную реакцию, что этот проект действительно нужен и что он сейчас действительно востребован. Да, спасибо большое, Анастасия. Действительно, я, например, как проектировщик со стажем могу сказать, что идеальный проект – это тот проект, который не заканчивается после того, как его сроки закончились в рамках проекта, который был отправлен когда-то на конкурс. Идеальный проект – это тот проект, который обрастает партнерами, связями, экспертами, ресурсами из представителями бизнеса, власти, общества, СМИ и так далее. Возможно, он станет международным, почему бы и нет. Есть такое понятие Северный форум, циркумполярный и так далее, почему нет. Да? И высший пилотаж проекта, да, это вот Анастасия сказала, что одной из задач у нас это подготовка и
среди менторов и наставников высшим пилотажем является тот проект, на мой взгляд, когда сами дети и молодежь, которые принимали участие в нашем проекте, в будущем станут наставниками и менторами, тьюторами для молодежи и детей Арктики через какое-то время. И вот если мы воспитаем такую плеяду, то это, наверное, будет очень здорово. Да, и еще хочу сказать, что одним из результатов проекта, ну как продукт, кроме цифрового такого контента «Календарь предков», на 7 площадках появится 7 креативных открытых пространств. То есть нужно определить, в каких районах это будет. Вы сейчас должны понять, есть ли у вас та база, на которой можно было бы эти креативные пространства создать, да, как они у нас называются? Арктик Нарния. Арктик Нарния, ни больше, ни меньше, где открываешь дверь и попадаешь вообще в другой мир. Поэтому сейчас, вот здесь и сейчас начинаем определять, с кем нам по пути, потому что еще один из принципов проектирования – это не всем сестрам по серьгам, да, а именно идем на ту территорию, работаем с теми людьми, где есть обратная связь, мотивация, желание, возможности и так далее, и продолжение истории. Сейчас я передаю бразды правления Надежде, потому что у нее есть миссия сегодня. Да, у меня есть миссия. Я хочу перед тем, как перейти, сейчас мы переходим в некой такой интерактивному диалогу с вами, потому что мы сейчас как раз-таки хотим остановиться на некоторых вопросах, но перед тем, как перейти к опросу, я хочу еще раз вам напомнить о том, что я надеюсь, что вы поняли, да, мы все равно об этом с вами поговорим еще уже тесно и индивидуально, о том, что у нас есть 5 образовательных программ. Это мультилингва Арктики, это Кинолаб, это проектная мастерская, это IT-индустрия, это цифровые медиа, да, медиа-индустрия. То есть 5 образовательных программ, школа менторов, которая будет одним таким стартовым большим крупным мероприятием, где около 300 педагогов из числа учреждений культуры, учреждений образования, школы, доп. Образования будут у нас привлечены для того, чтобы войти в менторство, в наставничество, в этот интересный креативный проект. И помимо этого, результатом, вот еще раз повторяю, да, как сказали мои коллеги, станет большой цифровой архив, календарь предков, где наши дети, уже имея навыки съемки, монтажа, режиссуры, разработки сценария, они сами будут создавать продукты, и у нас на нашей карте интерактивной, карте гражданских инициатив, у нас появится большой такой портал именно цифрового архива всей Арктики и плюс Аймаконского района. Вот, и сейчас я хочу попросить коллегу представить вам первый вопрос. Вот из 5 представленных образовательных программ, как вы считаете, коллеги, напишите в чате, какая образовательная программа актуальна именно на территории вашего улуса, как вы считаете? Напишите в чате, мы посмотрим сейчас, я попрошу сейчас параллельно открыть здесь на экране чат. Как вы думаете, вашим детям что актуально? Пойти в мультилингва Арктики, изучать английский язык, проектную мастерскую, научиться писать проекты, научиться киноиндустрии, уже своих киношников наращивать, в медиа, в журналистику, да, либо в IT-индустрию. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в чате, мы хотим уже услышать обратную связь, увидеть и пометить, может быть, себя, это пометить еще наши партнеры, которые находятся здесь по ту сторону экрана на нашей площадке. Вы все пишете «поддерживаем», но давайте выберите, пожалуйста, из представленных программ. Напишите, какая программа вам интересна и актуальна для детей вашего улуса. IT-индустрия, проектная мастерская, кино, медиа. Уже поступают первые ответы, очень здорово. Проектная мастерская, то есть уже запросы к нам поступают в ресурсный центр, так скажем, да. Отлично, Верхоянский пишет, что проектная. То есть основа... Давайте еще покреативим. Да. Давайте мы еще включим сейчас креативное мышление. Очень важно. Это вообще будущее, как сказала Анастасия. Я абсолютно как педагог и психолог точно знаю, что... И вот, кстати, специалисты, которые изучают интеллект, мозг, говорят о том, что те дети, которые развивают креативное мышление, занимаются музыкой, рисованием и так далее, у них есть какой-то свой уникальный подход
для того, чтобы себя реализовать в жизни. И все вот эти нейронные связи начинают работать совсем по-другому, поэтому это тоже очень важно. Мультилингвы, все Можно программы следующий актуальны, да. Жиганский говорит. Ага. Следующий вопрос. Какие сейчас есть кружки, секции в школе у вас в Улусе, в Центре доп. Образования проводят, возможно, библиотеки уже там, как открытые пространства работают, в музее проводятся какие-то клубы, да, в Доме культуры есть, предоставляются какие-то услуги детям и молодежи именно вот в этой креативной индустрии. Что у вас есть, пожалуйста, напишите, чтобы мы знали, где уже есть какие-то вот, скажем, начало, да, зерна, которые мы будем наращивать. Пока у нас ответы не поступили. Кто-то пишет, что делаем ручки. Стоп-кадр имеется в Верхнеколымском УЛУСе. Фото, видео. Это уже здорово, это уже есть потенциал, на котором можно уже что-то сотворить. Музыкальная шкатулка, оригами. Проектный центр открылся в Лучанском районе. Мы об этом не знали. Мы с этим событием вас поздравляем и поддерживаем. Да, это Селенявская школа. Даже это не районный центр, а это дальше. Это очень здорово. Это здорово. Мы знаем, что, например, в Булунском районе есть целый проектный офис, куда входят различные проекты, школы в том числе, значит, местные сообщества туда включаются, органы власти. Очень интересное. В Булунском УЛУСе есть урок по проектной деятельности для старших классов, это очень здорово. Медиа, этнотеатр, мода, агрокультура, проектная деятельность, Жиганский район пишет, здорово. Школа. Отлично, отлично. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. И вот как раз-таки один из кульминационных вопросов, кто хочет войти уже в состав менторов, возможно, видеть себя в качестве такого человека ресурсного у себя в Улусе, в школе, в Центре доп. Образования, да, и вот такая вот затравочка, спойлер, да, что школа менторов, наставников планируется в августе-сентябре 2022 года, в этом году в рамках августовского совещания педагогов. Мы все знаем, что со всех уголков республики к нам приезжает большая армия педагогов, наставников, и вы можете в том числе туда попасть. Вот. Поэтому напишите свои мечты. Мечты имеют свойство сбываться. Да, кто хочет стать поднять руку, поднимите руки, либо имя, поставьте отчество. плюсики, либо напишите: я хочу войти в состав менторов, я планирую, я мечтаю. Да, кто-то уже, Отлично. Приветствуем Гульмира. Буквально встречались недавно. У нас есть такой проект «Ресурсный центр Сайды», где мы прокачиваем местное сообщество. И мы в марте на территории турбазы «Ленские зори» с 17 районов приезжали к нам коллеги. Мы делали прокачку вместе с Алтайским ресурсным центром. И как раз вот директор школы Гульмира из Тикси приезжала к нам. Мы знаем, что у администрации района очень большие виды на вас. Прямо сейчас у нас формируется уже сообщество менторов, уже есть желающие. Написали отлично. Жиганская школа, Верхоянская, Орловская школа Верхоянского улуса. Вот к нам уже подключится Заречный улус, это здорово, которые могут стать и менторами. Приветствуем вас. Тиксинская школа. Благодарим коллеги. Мы обязательно в конце нашей встречи оставим наши контакты, с которым вы обязательно с нами найдете общение и связь. Следующий вопрос. Вот, теперь мы с вами сказали, что у нас будут в 7 районах, а может и больше, если мы найдем друзей, партнеров и ресурсов, возможностей, то у нас будет создано креативное общественное пространство. И вот для нас очень интересно, где собираются в ваших улусах дети и молодежь. Вот куда они идут, школы просим не указывать, потому что мы все прекрасно знаем, что дети все-таки ходят в школу, а сейчас нужно будет указать, где ребята, молодежь тусуются, собираются, где им интересно, где есть точки входа. Укажите, пожалуйста, места посещения детей и молодежи в улусах, где они собираются. И, возможно, вот в этих местах и нужно тогда создавать креативное пространство. Как вы считаете, коллеги? Напишите в чате. Возможно, это библиотека да. или дом культуры.
Либо, может быть, спортивный зал, да? Да. Клуб. Есть Да. очень красивые, хорошие Если клубы. нет такого, что где нет локации, места, да, то можно так и написать, что нет, да? Культурно-досуговый центр. Да. Центр, Да, библиотека. Здорово. отлично. Спортивный Спортзал. зал пишет. Тим Верхоянский Дю спортивный США. комплекс. Ну, это библиотека сельская. Ну, То есть много больше спортом, активные, да? Да, Да. многие отмечают Физический Ой, культурно-спортивные районный детский комплексы. центр даже есть. Районный Мгм. детский Мгм. центр. Спортзал, Да. ДК, 5 спортзал. А что такое КСК? Это культурно-спортивные комплексы. Ага. Арочные залы, которые сейчас Мгм. строят в Мгм. Улусах, да? Детский центр Батагай. Ага. Это Да. да. А КСК В в каком? Верхоянском вот написали. Верхоянске. Мгм. Абыйская СОЖ спортзал, Центр досуга культуры, ЦКД. Мгм. Отлично, что США. есть Отлично. такие Ну, в общем, условия да, для есть наших место, детей и да. молодежи. Это замечательно. Давайте мы представим следующий вопрос. Вот, и теперь вопрос, да, как вы думаете, где удобно и комфортно создать то самое креативное пространство Arctic Narnia уже в вашем улусе, вот где мы можем создать то место, где дети будут заниматься вот по образовательным программам, Да. снимать, разрабатывать сценарии, создавать что-то творческое, записывать. Вот где это, как вы думаете, где это лучше будет удобно Здесь, создать? наверное, мне нужно пояснить, что мы Мгм. планируем создать единый дизайн-код. В этом нам Да. поможет художник и архитектор Кадана Игнатьева. Мы закупим и краску, и так далее, чтобы можно было сделать ремонт в едином стиле. Сможем закупить для ребят ноутбук, камеру, световое освещение, для того, чтобы они могли заниматься у нас в модуле Киноваб, уметь монтировать, снимать и так далее. Мгм. Нам тоже поступают ответы. В Жиганске пишут, что это ресурсное место является школа, Мгм. а в Ну, школу войдут ли, придет ли ЭКЦ у нас. молодежь, да? Да. ЭКЦ «Алмаз» пишут, Анабарский район. Спортивный зал пишет. Джаргаласская школа, это Вена-Батантайский Мгм. национальный улус. На базе Мгм. сельской библиотеки и школы, да, у нас есть такой тренд, Мгм. когда в ЦКД, да. библиотеках Мгм. создаются такие общественные Ну, вот в пространства. детском центре, да, отлично. Да, Батагай Здорово. планирует в детском центре. Да, и библиотеки же, согласно поручению президента Российской Федерации, в ближайшем будущем должны быть все подключены к интернету, Да. так же, как и школы. Мгм. Поэтому это точно может быть центр и точкой входа, и не только дети и молодежь, где и взрослое активное население, и школа третьего возраста, да, могут себе проявить. Клуб, библиотека. Мгм. Отлично. Спасибо вам за ваши ответы, и мы перейдем к следующему вопросу. Есть у нас там вопрос? Да. Да, и теперь самый главный вопрос, наверное, это ресурсы. Для того, чтобы сотворить, воплотить в жизнь, нужны ресурсы, в том числе и человеческие. Поэтому какие ресурсы, помещения, люди, техника, может быть, транспорт, для того, чтобы, возможно, не только в районном центре, да, провести Мгм. мероприятие, можно выехать в соседние какие-то села, на слега. Напишите, какие ресурсы имеются у вас. Может быть, еще я хочу добавить, ресурсы могут быть различными. Здесь указаны материальные человеческие ресурсы, но, возможно, я знаю, что в некоторых районах есть информационные ресурсы, свои даже газеты, порталы, сайты, и Радио. даже там интернет завязан вокруг, вот, например, в Булунском районе конкретно, да, где люди общаются, там чаты и так далее, все вращается в этом информационном поле. Могут быть технологические ресурсы, могут быть ресурсы у нас еще, ну, природные, понятно, они нам когда-то помогают, когда-то нет. Административные ресурсы, глава поддерживает все наши начинания. Это тоже очень мощный ресурс, который нам необходим точно.
Возможно, в школах еще есть меценаты свои, Да, спонсоры. и люди, это не только сами менторы, преподаватели, это, конечно, могут быть доноры, это могут быть шефы, меценаты, это могут быть эксперты какие-то уникальные, люди, которые сохраняют традиции, готовы передавать и так далее. А вот 2 базы лагерей, вот это тоже очень Спортивная здорово. площадка. Замечательно. Мгм. Смотрите, Барулахская школа. Это Прям. Верхоянский Мне вуз. захотелось Барулахскую школу. да. Да, там Не большая хватает школа, да, и новая. чего не хватает, мы тоже здесь можем Да, указать, Мгм. IT-специалистов. Важно нам понять, что у нас есть, да, и давайте мы тогда потом сразу укажем, что нам не хватает для счастья. Да. Это тоже очень важно, чтобы мы сориентировались. вот. И Чат теперь, важно сохранить, да? да. Мгм. И вот тот самый цифровой архив, один из больших качественных продуктов нашего проекта. И как вы думаете, вот сейчас нужно будет написать ваши идеи, предложения, которые к вам сейчас приходят в голову, герои, может быть, у вас есть, да, прямо вот носители языка, традиций, обычаев, культуры, вот что есть ценное, которое мы хотим уже сохранить сейчас, все это оцифровать, и потом это будет доступно нашим будущим поколениям, да? Вот. Вот какие у вас есть идеи, чтобы вы внесли вклад именно в цифровой архив? Ну, вот случай Может, можете рассказать, что к Возможно, нам да. обращалась некоммерческая организация, да. они разрабатывали очень интересный проект, вот Да, расскажите. к нам обратилась, это наша такая история, боль, обратилась кочевая родовая община из арктического улуса, но я сейчас не буду говорить, какая, конечно, Мгм. да, поэтому Мгм. там была такая история, что там в селе жила народная мастерица в возрасте, которая хотела передать компетенции, знания именно шитья вот на том Мгм. уникального народа, но, к сожалению, из-за ковида эта мастерица умерла. И поэтому единственный архив, который мы успели сохранить, это во время разработки проекта мы успели просто взять у нее интервью, хотя те знания, компетенции, Мгм. вот национальные узоры, которые она хотела передать, она, к сожалению, не успела. Поэтому вот для этого и как раз-таки в том числе и создается этот проект для того, чтобы мы успели сохранить то, что имеем, наше наследие, и сохранить и передать нашим поколениям. Да, или, например, в горном районе вот уже не один проект выходит, да, по сохранению уникального опыта и вообще космической женщины Августины Филипповой, ее весь спектр костюмов, ее мировоззрение, подход, да, к разработке костюма и философию, вот это тоже очень важно, и вот как раз Надежда и помогает в горном районе некоммерческим организациям с этими В проектами. Анабарском улусе есть герои уже, мастера по шитью национальной одежды, носители Замечательно. культуры коренных малочисленных народов Там Севера. же такой орнамент красивый на унтах. С Ну и в интернетом Оленьке беда, красивый, да. вообще везде красивый, но везде уникальный свой. Мгм. Мгм. Но при этом отмечают, что с интернетом беда, мы с этим согласны. Мгм. Мы тоже для этого мы собрали сегодня и партнеров в том числе, для того, чтобы найти выходы, ресурсы, возможности. Но Да? мы уроки, да, вот наших, так скажем, экспертов, и которые к нам будут подключены за пределами республики и наших республиканских, мы будем записывать, очень качественный делать контент, и эти записи, ну вот прямо в таком режиме передача флешки будет, понимаете? Поэтому вы не думайте, что мы будем только онлайн проводить эти занятия, для этого и предполагается сделать ряд видеоуроков, ряд видео-мастер-классов, которые будут переданы именно наставникам и менторам, которые будут у вас в районе, они будут обучены, что с этим делать, да, и какая методика их воспроизведения, и собрать, чтобы потом обратную связь, и чтобы это было не просто так. Поэтому не бойтесь, что там, где нет интернета, до вас не дойдет вот эта информация и, самое главное, продукты проекта. Совет бабушек, боже, как мило. Ежегодно Здорово, проводится слет традиционный оленеводов. бакалдын, сых, игры Мгм. детей Арктики, слет оленеводов. Нужно обучение с выездом Отлично. или наоборот, пишет. Мгм. Даже есть но они не всегда зарегистрированы. Мы знаем, очень мощные есть такие союзы охотников и рыболовов,
да, давайте мы не будем уходить только гендерно, тоже будем здесь мягкие точки входа. Мне кажется, тоже нужно будет использовать ресурс тех местных сообществ, тельбе, вот этих ассоциаций, союзов, объединений, которые имеют место быть, потому что вот эти точки входа и наши креативные пространства, я думаю, в будущем они не должны зацикливаться только на вот этих 5 компонентах, да, которые мы перечислили. Можно смотреть шире. Да. История создания морского пути – это прямо вообще название для документального фильма, да, который вы, кстати, к концу года уже с детьми сможете создать, потому что с нами будет работать как раз-таки режиссер-документалист. Да, и 2 режиссера у нас есть, и документалисты, и художественные фильмы. Да, отлично. Как бы и для УВУСа, и для своего населенного пункта вы сможете создать такой контент цифровой, который в будущем бы мог привлечь в ваш район ресурсы, не только интеллектуальные и мотивирующие, как мы сейчас хотим, но еще и в виде, возможно, туристов, которые любят быть на дикой природе и изучать вообще культуру, этнос и языки. Да, вот для учащихся арктических районов организовать выезд для расширения прокачки навыков. У нас же будет мероприятие. Скажите об этом. Да. Ну, в рамках проекта те ребята, которые уже будут показывать какие-то успехи, достижения и действительно высокую, прежде всего, мотивацию этим заниматься, мы, конечно же, планируем, чтобы, ну, это в партнерстве с нашими партнерами и с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия, чтобы у нас есть большие республиканские площадки, это не только национальный праздник ИСЭХ, но это и молодежный форум Мусустар, который будет теперь ежегодно проходить, и в том числе «Шаг в будущее», ларионовские чтения. Вот на этих площадках как раз таки дети будут приезжать, и наша задача будет, конечно же, показать партнерам, донорам, что есть такие звезды, и нужно эти проекты детей нужно поддержать. Ну да, и в будущем вообще у нас есть планы выйти на межрегиональное сотрудничество, в том числе с Дальним Востоком и вообще с территорией Российской Федерации, чтобы дети могли транслировать свою культуру, свои умения и знания на очень широкую массу людей. Ну и конкурсы предстоят. У Росмолодежи, например, есть такой креативный конкурс Таврида, куда выезжают наши конкурсанты со своими проектами. В прошлом году Алиса Долгунова пришла к нам в Единый ресурсный центр. У меня есть идея, нужен проект. За 3 дня мы здесь упаковали ее идею в проект. Она улетела на Тавриду, выиграла грант больше 600 тысяч рублей. Кстати, мы сейчас точно, но она у нас здесь была в презентации. Почему? Потому что ее проект связан обучение игре на хамусе именно детей молодежи в арктических улусах. Она виртуоз игры на хамусе с образованием в Гнесинке. Нужно, чтобы было доступным и реальным, и чтобы не одни и те же дети, а наоборот поддержка детей из малообеспеченных семей. Мы абсолютно согласны. Вот, да, мы с этим абсолютно согласны. Это одна из наших задачек. Кстати, у нас есть в этом плане эксперт федерального уровня, это Камил Магомедов, который в высокогорном дагестанском селе основал школу Люминари. И тем самым он доказал, что вообще любого ребенка можно мотивировать, можно обучать и, соответственно, подтягивать, апгрейдить его настолько, что потом он сможет работать в крупной технологической и так далее компании. Поэтому все возможно, и здесь он нам будет оказывать как методическую поддержку, так и, ну, как бы, как психологами мы будем работать, поэтому наш проект на это как раз-таки и направлен. Наша основная задача сегодня еще помимо этого дать вам небольшой такой посыл и, может быть, домашнее задание первое, да, определить координатора проекта из улуса. То есть в каждом улусе в рамках нашего проекта будет один главный человек, который будет вести весь, как говорится, всю армию детей и молодежи, в том числе и ментор, будет знать сроки, конкурс. Вот это будет такой человек-медиум, через которого мы будем транслировать о происходящих событиях в креативной индустрии вот в вашем улусе. Поэтому если, может, кто-то
уже есть желающие, которые видят о том, что без него проект, как говорится, не достигнет таких глобальных результатов, поэтому, возможно, будет само выдвижение кандидатуры, да, кто-то захочет стать координатором в УЛУСе, а возможно, вы сами уже объединитесь и решите, что вот этот человека мы делегируем в качестве координатора проекта в УЛУСе, Арктическая креативная академия, наш проект. Ну, вот тут еще запросы есть на профориентационную, да, поддержку. И здесь я могу сказать, что у нас запланированы выезды. Мы точно будем выезжать в районы. Надежда психолог, я также. И мы думаем, что в проектной нашей мастерской мы будем говорить про ресурсы в том числе. У меня есть очень хороший тренинг, который сейчас очень актуален, я считаю, это активизация человеческих ресурсов. Прежде чем приступать вообще к какому-то проекту, к развитию себя, да, нужно понимать, что есть еще внутренние человеческие ресурсы, которые важно активизировать, развивать, и одним для детей точно можно будет сделать профориентационное тестирование, определение профессионального личностного типа. Это очень важно. Там-то мы увидим креативщиков, там всегда можно увидеть предпринимателей, да, людей, которые склонны к исследовательской деятельности, например, конвенциальной работе там, и так далее. Поэтому вот этот запрос услышали, обязательно включим тогда в наши приезды вот тестирование в том числе, да, и определение. И следующий слайд. Вот, поэтому до 30 апреля проект у нас уже стартовал. Сегодня мы официально презентуем проект, а поэтому до 30 апреля необходимо будет определиться с той кандидатурой ответственным человеком, который будет уже исполнять функции координатора проекта в УЛУСе, и связаться со мной. И вот для ускорения я оставила свой личный мобильный телефон. Меня зовут Надежда Наговицына, и хорошо было бы сейчас сохранить мой телефон и уже через телефон выходить, и мы будем создавать такое сообщество уже координаторов, а координатор на местах уже будет полностью двигать весь проект. Да, то есть координаторы, свяжитесь с нашим координатором. Да, получается так. Да, ну и я думаю, сейчас вот наши контакты, вы можете подписываться, звонить, писать, особенно у кого были проектные вот, значит, предложения, когда будут конкурсы, в том числе Росмолодежи и так далее. Но я думаю, надо дать все-таки слово, да, обратную связь. Давайте мы подключим микрофоны. Я знаю, что к нам просится Наталья Михайловна Герасимова. А вы с нами, да, куратор школьных бизнес-инкубаторов «Юные якутяне». Да, я здесь. Я все вижу, слышу. Слышно, да? Да, слышно. Ну, что сказать, приветствую сегодня подключившихся всех наших дорогих руководителей школьных бизнес-инкубаторов, именно арктической зоны. И, конечно, очень рада сегодня совместное мероприятие начало есть. У наших школ очень хорошие, отличные проекты. Совместно с Единым ресурсным центром, я думаю, будем продвигать наших школьников. И, конечно же, проекты именно педагогов и школьников тоже будем подключать и продвигать. Спасибо всем. Желаю удачи в дальнейшей работе. И давайте часто встречаться. До свидания. У меня все. Ольга Анатольевна, еще бы хотела спросить,
Помимо арктических школ, всех арктических школ, с другими школами, у которых есть школьные бизнес-инкубаторы, я надеюсь, еще будем продвигать их проекты и будем подключать всех. Да? Слышно, да? Семинар bitti, да? Какие предложения, у кого есть предложения, может высказываться будут. Некоторые школы хотят высказаться насчет этого проекта. Дадите слово им, да? Что нужно точно на вот ближайших курсах, когда будем встречаться с педагогами, говорить, особенно там, где агрошколы, да, и где есть бизнес-инкубаторы школьные, мы должны рассказать, что кроме бизнес-проектов дети могут разработать свои социальные проекты, да, о том, что есть конкурсы, что идеи упаковываются, что вообще у Минфина есть теперь такая программа инициативное бюджетирование, где голос детей и не только из школ, но и из реабилитационных центров, из детских домов нужно услышать. Они могут участвовать в голосовании и предлагать свои проекты. Эти проекты Минфин потом поддержит. Сейчас уже вот на такой уровень вышли. И поэтому, конечно, я абсолютно поддерживаю. Спасибо за вопросы, предложения, что точно нам нужно обучить проектированию, потом нужно мотивировать как? Только через конкурс, только чтобы была какая-то живая конкуренция и понятие, где что есть. И я здесь, конечно, органы власти хотела бы пригласить к участию в каком виде. Здесь должна быть очень мощная поддержка лучшим проектам. Это не должно быть наушники, да, и телефон. Здесь мы думали и уже обсуждаем о том, что, вот смотрите, идея у нас какая, может быть, если нравится, можете написать об этом. У нас есть грантовый конкурс для НКО, это практически 100 миллионов рублей. В прошлом году 103 миллиона рублей, в этом году 97 для некоммерческих организаций. Но мы настаиваем на том, что должен родиться конкурс для физических лиц от 14 лет и старше. Тогда, если будут давать микрогранты для таких инициатив, в том числе школьных, молодежных, да, и местных сообществ, тогда, я думаю, это и будут те стартапы, которые в будущем найдут свое применение и в том числе в креативных индустриях. Ну что, спасибо большое за участие. Мы, если честно, тайм-менеджмент вообще не выдержали. Прошу прощения. Мы должны были чуть экономнее расходовать наше время, но, видимо, процесс пошел, мы тут все увлеклись, чуть-чуть не получилось у нас с обратной связью, но чат мы сохраним, видео мы сохраним, пишите, звоните, все те вопросы, которые задавала Надежда, да, о чем говорила Анастасия, это все в силе, мы рады всех видеть в нашем проекте, будем рады к вам прилететь, познакомиться, когда вы приедете в Якутск, и в добрый путь. Да, мы сейчас с коллегами здесь еще ненадолго останемся, с коллегами, которые в нашей студии. Спасибо вам. Благодарим. Благодарим. До свидания.